10 штрих, четкость. Ре, 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 ля, си, до, ре, до, си, ля. Мы занимаемся тем, что сейчас, на мой взгляд, самое главное – восстановить традиционное представление человека о мире. А это может дать только традиционная культура. Не классика, не современные виды искусства. Сейчас человечество стоит на такой грани, когда надо повернуться в сторону природы. Иначе катастрофа. Нам наши предки оставили это. И наши старшие сохранили, к счастью. Вот этим мы занимаемся. Так, ну неплохо. Вот утренняя репетиция, вот продуктивная, как я вам сказала, она была. И вот это сейчас результат закрепили. Вот гимн, да? У кого нет в папке, возьмите, здесь в красной есть, в отдельном файле. Вот сейчас поем припев. До. Мы в до-мажоре его пели. У нас в хоре самое главное, чтобы ребенок свои возможности осознал как большие, неограниченные, чтобы он поверил в себя. Они, я не могу, это для меня высокая нота. Я говорю, ты пробовал? Нет, попробуй. Ну там чаще используем моменты игры или сравнения. Макс, посмотри на себя, какой у тебя объем. Грудная клетка какой ширины. Давай. На, та, та. На, та, та. Девочки втроем. На, та, та. Выровнять фонему. А. Сделайте. Все со мной. На меня. Я, вы. А. Это хорошо, что не получается, есть над чем работать. Представьте, если бы все с первого раза получалось. Мы бы тогда в Унале только бы дня 2 побыли бы и уехали. Все выучили, что делать еще здесь? Пожалуйста. Музыка – это такая интересная вещь, как она возникла и как она пришла. Когда мне говорят, я не могу петь, я говорю, да. А когда вот ты родился, первое, что ты сделал? Начал читать или складывать 2 + 2 – 4? Ты запел сразу, как только появился на свет. А если человек не поет, его начинают реанимировать, новорожденного. Значит, что-то не в порядке. И если ты сейчас не поешь, это не порядок. А что темп не держим? Потом надо все это опоку диминуэндо делать. А вы продолжаете все находиться в масштабе кульминации. Хорны гулыма фасао. Здесь наблюдаете каждый день, как хорны гулыма фасао. Куда солнце садится? Покажите здесь. Ну туда, посмотри, какая панорама. Куда садится? Вот за эту скалистую или за лесистую? Она между ними. Да, она между ними. Да она почти что вот в эту выемку между скалистой и лесистой. Она всегда во все времена года будет в эту выемку уходить солнце. А как? Астрономия есть в школе? Нет. Это безобразие. Скоро мы будем Вселенную осваивать, а астрономию убрали из школьной программы, чтобы они думали, что вот это вот Земля и больше ничего нету. Законы на нашей Земле и во Вселенной, физические законы, практически одинаковые. Так же, как в обществе. Если кто-то нарушает эти правила, разрушается содружество. А вот этих беспощадно, кто нарушает правила, надо беспощадно, если они это делают осознанно, их надо за это наказывать. Но лучше всего что сделать?
Воспитать. С какого возраста? Поздно. С рождения. Поздно. В утробе матери. Петь ему колыбельные на родном языке, сказки рассказывать. Да. Я же вам говорила, еще после войны даже вот такие бабули были, которые у Авдана вот так качали Авдан и рассказывали сюжеты из нардского эпоса ребенку маленькому. А мама, у нее в утробе ребенок, она ему поет, она с ним разговаривает. И он все слышит, оказывается. А тот, который с детства вот это все слышит, ему и воспитывать не надо. Он уже воспитанный выйдет оттуда. Сразу в лице искусств. Петь в хоре. Ну что, Раштак Сашу. Половина первого. У нас сейчас соревнования, пока дежурные готовят обед. Папки соберите, Кристиан. Я вас до поля доведу и дальше сам. До поля. Ты ж спортсмен. Самое главное, из-за чего мы сюда приезжаем, да? В учебном процессе, 2 раза в хор бывает по расписанию, да? И что там можно сделать 2 раза в неделю? Если делом не занимаешься ежедневно и не 1 час, то это дело не может быть успешным. Это называется от случая к случаю. А здесь есть возможность попить утром до завтрака, после завтрака, небольшие репетиции, после обеда, перед ужином, иногда после ужина. На ночь очень хорошо. Когда уже глаза закрываются, уже информация не поступает, а все в подкорку. Раз, и утром хорошо, в 7 часов. Так он еще спит. А оно туда идет, все, и все там укладывается. Но самый главный воспитатель, самый главный источник сверхинформации, того, что словами не выразишь, это вот эта природа. Они привезли с собой вот новенькие, которые первый раз, какие-то записи, там, в эту аппаратуру, чтобы это со светом это слушать. И вот они там. Я говорю, девочки, вот выключите и послушайте, как ветер шумит, как кузнечик стрекочет. Это красивее любой музыки. Даже Бах не сравнится с этим. Учить ребенка – это не значит дать ему больше знания. В чем заключается обучение? Ребенок должен понимать суть вещей. Ему надо объяснять, как все взаимодействует в природе. А накопление знаний – это он сам будет делать. Если, не знаю, столько в голову нужно заложить. А результат какой? Они без репетиторов уже ни в какой вуз не поступают. А потом считается, что вот не поступил. У нас спокойно не поступали 3 года, 4 года. На 5-й год поступали и добивались своего. То есть он достиг своей цели сам. Вот это ценно. А не то, что его устроили по знакомству или еще хуже, за деньги. Дальше он что? Какой из него специалист? То есть, девочки, вы можете заходить, что вы? Расскажите, как. Очень прикольно. Мы больше никогда не пойдем. Ага, очень прикольно, но больше никогда не пойдем. Очень хорошо, но повторить не хотелось. Знаете почему? Потому что днем жарко. Очень жарко. Мы еще как конюшкам бежали. У нас не вниз пойдем, а через верх по полю. А мы вниз спустились. А мы потом по этому обрыву вниз спускались. Девочки, можно арбузик покушать? Только не накапайте на стол.
Хороший райшут, Фатима. Дона башта. Быт устраивается, исходя из условий. Вот у нас какие условия? У нас повара нет. У нас обслуживающего персонала нет. Это не гостиница, не турбаза и даже не пионерский лагерь. Это школа выживания. Школа, которая позволяет человеку маленькому понять, он на что-то способен или нет. Ну вот если ты сам не почистишь картошку, не поплачешь, нарезая лук, не постоишь у плиты, чтобы не сгорела картошка или каша утром, ты останешься голодным. А кто приготовит? Мама далеко, прислуги нет. Хочешь кушать – работай. Это еще спасибо родителям. Дали деньги на все это. Мы закупаем продукты, работаем. Уборка помещения. Вы видели условия. В любых условиях должно быть чисто. Дети очень коллегиальные личности. Они любят содружество. Редко бывает, которые обособленно себя чувствуют. Ну, я вообще люблю с маленькими. Вот надеюсь, что начну с маленькими, совсем с маленькими возиться. С ними мне очень интересно. Они потом многие качества свои утрачивают, прячут их. А вот в детстве они, когда вот они откровенные, когда они есть то, что они есть, очень с ними интересно. А потом закрываются. И просто у педагога должно быть внимание и уважение к личности, вне зависимости от возраста. Я считаю, что любой человек достоин уважения и внимания. В каждом есть что-то такое, что может вызвать уважение. У каждого это есть. Нас так воспитывали. Вот никто нотации не читал. Мы делали то, что мы видели в семье. Встали, пошли. Кроссовки одели. Кроссовки? Да. Полина, кроссовки. Все платят, а я одежду нет. У нас был случай. Мы были с хором Ариона. Это было на фестивале хоровом. Международный фестиваль на острове Сардиния, да? Ну, это второй по величине остров Италии после Сицилии. Потрясающий остров. Ну, сами итальянцы туда не попадают, только самые богатые люди Европы туда, там отдыхают. Мы были на международном фестивале хоровом. 6 дней. Приезжаем домой, возвращаемся. А до 1 сентября еще оставалось чуть больше недели. Начались звонки. Ольга Георгиевна, а мы в Унал поедем? Ольга Георгиевна, а мы в Унал? Я говорю, вы нормальные. Вы на Сардинии были. Ни ваши родители там не были и никогда не будут. Ни вы уже туда не попадете. Ни ваши дети вряд ли попадут, если не будут миллиардерами. Ну да, хорошо. А Унал? То есть для них Унал и вот это все, что их окружает. И вот это то, что нужно самим все делать, а не жить в шикарной гостинице и все тебе подают. Делать все самим. Вот для меня это дороже самого хорошего пения. Вот какое я себе представляю идеал, мы его, может быть, не достигнем. Но вот то, что для них Унал вот так, а Сардиния где-то там.
Вот это для меня самый дорогой результат моей работы. То есть они понимают настоящее. Не то, что им навязывают кто-то. И я их всегда предупреждаю. Никто вами не должен управлять. Самый строгий судья и самый строгий учитель должен быть у каждого внутри. Ничего себе не прощайте. Всем остальным прощайте все. Снисходительно. Только к себя надо держать. Вот так. Это и есть любовь в себя. Не превратиться в непонятно что, чтобы тобой управляли. Стоять на своих двух ногах и думать своей головой. Лапута от бабушки. Девочки, двигаются. Что там было? Мы сюда приезжаем, у спортсменов это называется сборы. Как назвать у хора, не знаю. Это лучшее время в году, которое у нас бывает совместное. Потому что здесь какое-то особенное место. Место, где время даже по-другому течет. Где каждая минута доставляет радость. Радуется все. Слух тоже. Музыка у нас здесь под запретом, кроме человеческого голоса, которая делается человеческим голосом. Никаких инструменты живые можно, а записи мы никакие не включаем. Слушаем музыку природы. Ребята собираются в тот день, когда могут все в разных местах, они работают. Кто учится, кто работает. Они приезжают сюда, чтобы пообщаться с молодыми людьми, более молодыми, чем они, со школьниками. Им это полезно. И тем, и другим. Они много, наверное, сами того не замечая, друг у друга черпают. И неизвестно еще, кто больше, взрослые у более маленьких. Я, например, у маленьких
очень многому учиться. Прежде всего, я имею в виду совсем маленьких, 6, 7, 8-летних детей с 5 лет, которые уже себя считают полноценным человеком. И вот это ощущение их радости жизни и восприятия – это то, что мы утрачиваем вообще. И реакция у них на многие факты и на многие события совсем не такая, как у нас. И не всегда она неправильная. Правильнее у них бывает. Ближе к природе и ближе к сути человеческой. Мы, в связи с тем, что мы очень в жестких условиях социальных находимся, мы эту природную способность реакции правильной теряем. А вот у детей можно научиться. Пока их эта социальная среда снова не захватила. Мужчина не стареет. Но если я вам скажу, что и в 70, и в 75 лет мужчина в душе остается мальчиком, то я не открою секрета. Они до конца своей жизни остаются мальчиками. И вот у них все вот эти вот движения юноши остаются, и вот это так трогательно наблюдать. И это так радует. Но вот это меня всегда в мужчинах восхищает, что у них остается вот эта энергия молодости и желание вот что-то хорошее сделать, что-то вот как-то сделать приятное кому-то, сделать что-то полезное для друзей, для соседей. Мужчиной управлять нельзя и невозможно. Это мое твердое убеждение. Он сам управленец. Он управляет. И в семье управляет мужчина. С мужчиной надо сотрудничать. Мужчину можно убедить, если ты обладаешь вот даром убеждения и продемонстрируешь ему, что вот это должно быть так, а вот это так не должно быть. Мужчина делает прорыв. А женщина, ее величайшая миссия – закреплять этот результат и передавать его новым поколениям. Мир устроен просто, это мы усложняем все. И от этого у нас получается недоразумение. Но мужчины не все догадываются, что они делают прорыв. Им надо это напомнить. А здесь все становится на свои места. Вот. И говорят, ой, надо сделать ремонт, надо вот это. Да я говорю правильно. Но ремонт не чтобы пришел какой-то дядя Миша с краской, с звездкой. Вот это мы покрасили сами. Но у нас краска закончилась, и вот полкоридора осталось. Значит, мы на следующий год как-нибудь приедем, найдем 2 дня до заезда сюда, покрасим. Это кухню нам надо покрасить, докрасить коридор и в комнатах обновить. И это будет хорошо. Может быть, подоконники покрасим, но их надо тогда поскрести и зашпаклевать. Ну, это мы уже не сможем, но покрасить сможем. И вот это будет хорошо. Лера, девочки. То, что они сделают, это сами. Так. Ну, пойдемте посмотрим, что они там делают. Как они филируют слабосоленую форель.
Пойдемте? Да, полнота веса. Да. То, чем мы занимаемся, это очень сложная система. В том смысле, что ограничиться просто наследием предков, не понимая вообще, что такое хоровая культура всемирная, это очень сложно. Поэтому у нас в репертуаре и ренессансная музыка, и музыка барокко, западноевропейская разных стран, Италия, Испания, Германия, Фландрия. Вот так, как наши предки путешествовали по всему миру, в походы ходили, многолетние, они соприкасались с чужими языками, с чужой культурой, воспринимали это. Также и здесь понять великолепие, разнообразие своей культуры традиционной можно только сравнив это с мировой традиционной культурой. Я это как профессионал изучала, получая образование специальное, а мои певцы это могут постичь только через знакомство с хоровой культурой других народов. Вот этот вид творчества человека, да, он не дает прямую информацию вербальную. Там в текстах песен нет «делай так, а так не делай». Там нет нравоучений, там нет программы на будущее. Там есть сверхинформация, которую дает мелодика, ритм и то, что составляет суть музыки. Вот то, что словами выразить нельзя, это можно выразить с помощью звуков. И где бы ты ни находился, если ты источник, из которого черпаешь, в чистоте доносишь до слушателя, тебя понимают в любой точке мира. Слова можно исказить. Звуки тоже можно исказить. Вот в этом заключается работа профессионала. Все, что нам досталось по наследству от наших древних сородичей, от нашей древней культуры, древнейшей культуры. Я понимаю, что в 21 веке это звучит и должно звучать не так, как это звучало тогда. Но там есть коды. Я вам не смогу расшифровать. Я их чувствую. Видимо, это тоже на уровне генетическом. То, что я слышала в детстве от старших, а я окунулась еще в ту среду, когда в каждом доме пели. И когда собирались родственники моего отца, где-то у кого-то, я там, если присутствовала, любое застолье сопровождалось пением. И каким пением? Я это сейчас понимаю. То есть пели по-настоящему. Ну, не обладая какими-то, может быть, особенными голосами. Но это была часть традиции, которую сейчас мы утрачиваем. Ну, даже она на грани исчезновения, к сожалению.
Чу!